Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на сайте клеваярыбалка.рф. Для того, чтобы попасть на этот сайт, вам достаточно в браузере забить название клеваярыбалка.рф, и вы попадаете на сайт Клевая Рыбалка. Итак, друзья, напоминаю, что спонсор у нас магазин Максимум, который предоставил S-Marine Air лодку 380. И вот на этой чудесной реке я высадил Володю в этих камнях. Сейчас он будет здесь облавливать все это. Вот, и течет горная речка, втекая в основную реку вот сюда. Вот с этого места я сейчас только что выловил тайменя, вытащил. Вот, Володя, как первый тайменя первого увидел? Хорошо? Это вот. пипец. Блин, вот эта борьба, ребят, это вот, я не знаю. А есть же таймени по 30-40 килограмм. Да, по 20, что будет тогда с таким тайменем? Да. Что это будет? Если это 8 килограмм, желаю тебе поймать такого у нас в Якутии. Мне самому... Такой бой 8 килограмм дал. Щука вчера 8 была. Вообще фу. Вообще фу. Вытащил, да? Да. Не то, что я с ней поборолся, она дала мне бой. Ну ты видел это как на течении, как она... Ну это другая рыба. Просто на течении. Даже щука, когда на течении живет, она другая. Да. Она совсем по-другому себя ведет. Да, она более мощная, более сильная. Да. Ну блин, это эмоции. Да, я не знаю, короче. Так что вот так, друзья, я сейчас маленько с Володей здесь покидаю, покажу ему, так сказать, мастер-класс и поеду сплавляться. Вот Володе даю блесна Соболевского вот для быстрого течения на крупную рыбу, на тайменя, на линка. Так, теперь из мелких что? Из мелких вот такое есть исполнение. Тоже Соболевского. Так. Ну и тут совсем уже... Это мэпсовский. Заводские, не ручная работа. Кондор, ну это китайская. Ну сейчас какая и мэпса оригинального это не бывает. Ну, так. Нужны, да? Я заберу их в лодку. Нет, тебе ходить же надо будет. Тебе же передвигаться надо. А это лишняя помеха. Да, лишняя, да, лучше, конечно. Ну что, Володя остался. Мы потихоньку сплавляемся. Оба! Володя! Есть! Таймень! Вот это да! Опять вокруг лодки пошел. Твой таймень!
Таймень твой. Я его тебе отдам. Ты точно не хочешь в лодке порыбачить? Точно не хочешь в лодке порыбачить? Ну он ушел. Сорвался и ушел. Ну вот, друзья, таймень ушел. Хорошо, что он ушел. Он был не такой крупный. Вот. Но сейчас подъеду к Володе, спрошу, не знаю, есть у него желание с лодки порыбачить. Нет, просто он хотел с берега порыбачить. Вот. И тем самым как бы хочет другой контент заснять. Но вот в лодке видели, вот таймень попался. Все. Могу еще одного, конечно, поймать для Володи. Есть. Была поклевка только что на воблер. Кто-то кинулся. Была только что вот так. Есть. Кто-то идет. Хорошо сопротивляется. Прям прыжки такие из воды выписывает. Кто бы это был, интересно. Интересно, кто это? Такой сильный. Воблер Соболевского сработал. Ах ты! Пошел. По касательной пошел. Володе там тоже на берегу кто-то клевает жестко. Володя, я тоже кто-то клюет? Ну это классно, слушай. У меня тут борьба с тайменем очередным. Борьба с очередным тайменем. У Володи вон он на берегу тоже.
Кидай, кидай ему в пасть. Чуть поменьше. Кое-как влез в этот, в подсак, друзья. Конечно, это чуть поменьше того. Вот такой вот. Вот такой вот красавчик. Ну чуть поменьше, поменьше. Но этого мы отпустим, друзья. Этого давайте отпустим. Все. Ушел. Ну что, вот такой вот воблер Соболевского сработал. Весной он мне прислал такие воблеры. Я даже делал обзор у себя на канале видео, вот. И вот один из них сработал, вот как вы видели. Сейчас только что вот попался таймень, мы его удачно так отпустили. Вот. Ну, такие воблера, кому интересно, заказывайте на сайте клёвая-рыбалка.рф. Вот, Сергея Соболевского. Так, здесь вот избушка такая стоит, охотничья бывшая, ну старая. Кто-то, видимо, здесь раньше охотился, здесь останавливался. Посмотрите, сруб такой. Ну тут внутри уже все обвалилось. Ну совсем маленькая. Вот две нары вижу. Там что-то типа стола. Сюда можно было даже снегоход не поместится, по-моему, нет. Чисто только останавливаться на ночь. Здесь раньше вот построили в старину. Ну не знаю, не такая старая, лет, наверное, 40, может 50. Здесь еще какие-то сооружения были. Ну это понятно, что капкан. Волчий капкан висит. Причем снаряженный. А нет, не снаряженный, вру. Такой здоровый волчий капкан довольно-таки. Ну и современные охотники тут тоже маленько останавливаются время от времени.
Итак, друзья, в такую теплую погоду настоящие рыбаки, конечно же, понимают, что поймать рыбу — это полдела. Теперь ее нужно, как говорится, обработать. Дело в том, что на такой жаре таймень достаточно очень нежная рыба, она быстро начинает портиться, и ее нужно быстро с ней что-то делать, потому что мы здесь на несколько дней, поэтому, чтобы рыба не подпортилась, ее, конечно, в первую очередь нужно засолить. Сейчас я буду делать засолку. Вон там у меня стоит деревянная обычная дубовая бочка. Такие делали в Советском Союзе. Обычная вот такая вот деревянная бочка. Может быть, у кого-то она имеется в хозяйстве. Если кому не нужна, кто ей не пользуется, то мы могли бы у вас эту бочку забрать. Потому что такие бочки в дефиците на севере. Вот сейчас мы туда погрузили камни, чтобы она пропиталась камнями, ну то есть водой, извиняюсь, камни, чтобы не уплыла. И сейчас я камни солью в бочке. Вот, все. Такая обычная бочка, в ней я буду сейчас солить рыбу. Она уже воды напилась у меня. Вот. Там чисто все. В общем, нормально, форму приняла. Сейчас мы посолим тайменя, друзья. Для начала рыбу нужно помыть. Отмыть от грязи, от всего этого. От всей этой грязи. Вот. Рыба очень у нас почитаемая, очень деликатесная, относится к ценным видам рыб, поэтому мы ее будем использовать всю. Внутренности мы съедим с Володей, пожарим, голову сварим, и все. Собственно, мясо я посолю. Сегодня буду солить вот таким ножом якутским. Данные ножи вы можете найти на сайте клёваярыбалка.рф. Различные ножи есть. Это большой. У меня спарка из двух ножей и малый. Вот. Сейчас я приготовлю посуду, куда нужно, чтобы туда сразу положить. Так, мне потребуется ложка. Увидите для чего. Собственно, все. Давайте начнем засолку. Солю я рыбу полностью. Вот она огромная, поэтому нож вам нужен прям огромный, как у меня в данный момент. Вот я сейчас голову отделяю. Здесь вот по хребту прям очень у него твердые кости. Позвоночные. Угу, все. Голову отделили.
Вот. Голова у нас отдельно пойдет, как блюдо. У нас еще есть собака. Живот начинаем разрезать обычными движениями. Тут ничего замудренного. Ух ты! Какой жирный. Таймень нам попался, друзья. Вот здесь вот желудок хорошо не прорезал. Угу. Отделяем все это. Ну вот Володя сможет домой повезти соленую рыбку, так сказать, угостить родных. Ой, как много жира в нем, друзья. Прям весь жирнючий. Конечно, мы это все заберем. Все это будем есть. Но еще один момент такой. Печень тайменя никогда не едят. Это нельзя есть. Просто из-за того, что это рыба уважаемая и почитаемая. Поэтому печень я сразу выбрасываю. Ну тут желудок, внутренний жир и все такое можно съесть, конечно. Посмотрите, сколько жира внутреннего. Из него имеется в виду из тайменя выходит. Кишечник вырвем, выбросим. Давайте внутренний жир заберем на готовку. Будем на нем готовить. Для засолки он не нужен, потому что ехать далеко и такой жир быстро начинает портиться рыбий. Поэтому его весь соскабливаем. Весь нужно шашкаблить. Вот. Так, теперь, пока мы не вскрыли мясо, здесь внутри есть легкие, которыми они дышат. Вот. Ну, кто говорит легкие, кто говорит мочевой пузырь, не знаю, почки. В общем, неважно, я вот здесь вот вскрываю. И ложка нам нужна для того, чтобы отсюда вычерпать все это. Не забудьте это. Ну, строение любой рыбы, в принципе, одинаковое. Вот эта штука, она в первую очередь, друзья, начинает портиться. Прям там внутри даже она вот до самого этого основания хвоста. Ее вычерпывайте, потому что вся эта кровь, все это самое быстро начинающее портиться.
Ее нужно почистить прям всю, убрать отсюда и смыть, даже еще так скажу, смыть, потому что когда мясо чистое, белое, самому приятно обрабатывать, так скажем, употреблять. Вот. И здесь вот у больших рыб она прям с костями как будто бы обрастает, поэтому надо надламывать. Ну, начнете чистить хоть раз узнаете, что такое. Это я сбрасываю в воду, чтобы мух меньше всяких, мух и так далее. У нас получается тут небольшой дефицит с этим, но ничего, я положил на этот. Сейчас, друзья, промоем, сходим, питомение пока уберем. У меня тут дождевик постелен. Так, и сейчас, друзья, я порежу на куски для засолки. И потом еще раз эти куски промоем в воде. Но долго не полоскайте, потому что рыба, как говорил, уже нежная. Она требует очень быстро на теплом воздухе. И вообще начинает быстро портиться. Поэтому долго не этовайте. Вот, смотрите. Делаю разрез вдоль хребта. Вот так вот. Прям вот эти кости все разрезаю по хребту, которые идут. Мякоть мяса вот раскрываю. Потом режу поперек хребта. Именно вот спинные кости, где расположены. Открываю еще один пласт. Вот. Вот так получилось у меня. Вот. Все раскрыто. И еще, друзья, вот здесь вот мясо толстое, поэтому где ребра и часть живота идет. Здесь я тоже делаю надрез такой. Сейчас, минутку. Вот здесь вот. Ну, чтобы мясо просолилось. Поняли, да вы? Для чего это делается? Сейчас полоснем быстро еще раз. Вода, конечно, не чистая, но это не химическая грязь, друзья, которая у вас там в городах. Река чистая, чистейшая. Ну все, вот такой кусок получился вот для засолки. Его уже можно солить.
С этими кусками я сейчас также поступлю. Вот у нас получилось. И это тоже можно будет так отрезать. Хотя я его просто скрою по хвосту. Его тоже сейчас промою. Кстати, вот здесь тоже надо резать. На том куске, походу, и так не порезал. Сейчас порежем. Все, разделка таймени на засолку готова. Вот так у нас получилось. Сейчас осталось только засолить и все. Соли не жалеем. Соль у меня древнего моря, Кемпиндейского, добывается у нас в Якутии, ну она как бы морская. Во все вкладки в эти вот просыпаем соль. Но не забывайте, что у вас будут еще верхние рыбы солиться, поэтому ну, я конкретно солю, привык. Вот. Тем более проквасить такую рыбу ценную не хотелось бы. Понимаю, там если какая-нибудь щука или окунь, там они как бы особо ценности не несут. Да вообще как бы проквасить рыбу, это я считаю кощунство. Ловить и потом
не уметь обработать рыбу, поесть ее, вроде это для нас как бы непонятно, не совсем понятно как бы. Я думаю, вообще это для любого человека непонятно такое поведение. Вот. Вот так положим вот. И сейчас еще хвостик. Хвостовую часть тоже. Смотрим, как она ляжет. Да вот так, в принципе, нормально. Поэтому на такое дело, конечно, соли не надо жалеть. Лучше потом, если что, потом немножко кто что сделает, отмочит, кто чего. Да и вот эта соль, она сама по себе, у нее такое уникальное свойство. Почему-то рыба вбирает ровно столько, сколько ей нужно. Вот эту морскую соль кемпингейскую, которая вот именно сейчас, которую я в данный момент солю. Вот. Вот теперь я не боюсь, не переживаю за рыбу. Ну вот, дорогие друзья, теперь вы видели все. Я постарался до вас донести процесс засолки, такой, какой он есть, какой он должен быть. Надеюсь, вам все понятно всем, что если вы ловите рыбу, то не подпортите ее. Ставьте лайк, если понравился вам этот сюжет. Пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. Володя там продолжает, стоит, рыбачит. Сейчас поедем, посмотрим, какие у него новости. А Чолбон что-то запереживал. Чолбон, что такое? Что такое?